Мир, труд, май. Россия сегодня отмечает 1 мая. Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И мы традиционно начнем с истории ТАССР. Этот день как никогда был богат на события. В этот день, в 1920 году, в Казани прошел второй коммунистический субботник. В нем приняли участие 33 тысячи человек. Участники митинга ремонтировали паровозы в Юдино, приводили в порядок сады и скверы города. В 1922 году в Казани впервые введена плата за пользование жилыми помещениями. В 25-м запущена новая электростанция, а в 26-м начала работать телефонная станция. 1 мая 1933 года ознаменовалось открытием Кетгутного завода. Предприятие первым в стране начало выпуск нитей для хирургии. В 1934 году на бывшем Арском поле было закончено строительство парка культуры и отдыха. Ныне это парк Горького. Для горожан тогда открыли чертово колесо, танцпол, гигантские качели. А мы возвращаемся к событиям этого дня. 1 мая год за годом. А иногда получалось так, что создавались бреши. Как менялись традиции праздника, изучил Дмитрий Аренин. Первый пошел. Открыли. Спасибо большое. В Казани открыли навигацию по Волге, как в условиях пандемии. Ходят пароходы, оценил Рамиль Шайдуллин. Удача для дачи. Сейчас Делаешь. отлично стало, конечно. А Что здесь ж вот говорить. до угла вот сада А была в саду плохая дорога, вот сейчас это сделали. основная аллея, вообще шикарно. Кому уже помогли и еще помогут, знает Елена Веселова. Сегодня в Москве поистине историческое событие. В парке воздушных судов компании «Аэрофлот» появился лайнер, которому присвоено имя героя и поэта Мусы Джалиля. Событие приурочили к предстоящему празднику Дню Великой Победы. На предложение Рустама Минниханова с готовностью откликнулся Виталий Савельев, директор авиакомпании. Самолет среднемагистральный, значит, будет летать и в Казань. А пока из Шереметьево в Санкт-Петербург его проводила Дина Газалиева. Весеннее небо капризное, то солнце, то тучи, но лайнеру, который сейчас носит имя героя и поэта Мусы Джалиля, погода нипочем. Он гордо возвышается над летным полем. И даже ветреная погода, которая на летном поле, конечно же, ощущается очень сильно, не портит нам настроение. Я сейчас прохожу под крылом лайнера «Аэрофлота», аэробуса, который сейчас носит имя нашего великого героя, великого поэта Мусы Джалиля. Конечно же, это очень большой подарок для всех татар, для всех татарстанцев к 9 мая. И что символично, что даже рукав к самолету, который сейчас собирается в рейс, подкатили под номером 116. 116 – это номер региона Татарстан. Самолет готовится в полет, и чтобы оценить снаружи надпись, кстати, сделанную на двух языках, русском и английском, «М. Джалиль», нам разрешили в виде исключения пройти в так называемую чистую зону аэропорта – на летное поле. Аэробус 320, который, как обещают, будет летать и в Казань на 140 посадочных мест. С максимальной взлетной массой более 75 тонн, с крейсерской скоростью 830 км в час. Мы решили, что в 2020 году, когда наша страна отмечает 75-летие победы в Великой Отечественной войне, решение увековечить имя героя будет особенно символичным. Узнав об этой радостной новости, мы в первую очередь поделились ею с дочерью героя и поэта Чулпан Мусеевной. Она живет в Москве и вместе с семьей, как и вся страна, находится на самоизоляции. Но не высказать свои радостные эмоции по этому поводу Чулпан Мусеевна не могла. Конечно, я испытала огромную гордость и радость, потому что это действительно необыкновенное событие. Я совершенно не ожидала, поэтому была просто потрясена. И надо сказать, что еще в 60-е годы в свое время был сухогруз большой имени Мусы Джалиля, который бороздил моря и океаны. Потомки Джалиля настроены, когда будет можно, всей семьей полететь в Казань на этом лайнере имени их отца, деда и прадеда. А мы, в свою очередь, от всего журналистского сообщества республики поздравили Чулпан Мусеевну и с хорошей новостью, и с предстоящим Днем Победы. Дина Газалиева, Евгений Михайлов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва, Московская область, Шереметьево. К теме героев Великой Отечественной мы еще вернемся, а сейчас непосредственно к событиям 1 мая.
Итак, сегодня праздник весны и труда. Татарстанцев поздравил Рустам Минниханов. В своем инстаграм президент республики выложил видеоролик, где над площадью Свободы воспарили белые голуби, символы мира и праздника. Публикация уже набрала 1000 лайков и сотни восторженных комментариев. В этом году исполнилось 102 года с тех пор, как 1 мая в нашей стране официальный праздник и выходной. За более чем век он не раз менял свое название, лозунги, обретая все новые традиции. Откуда пошло стремление выходить на демонстрации и как менялись лейтмотивы. Все перевоплощения 1 мая и особенности его празднования в Татарстане от и до изучил Дмитрий Аренин. Казань, площадь 1 мая, сейчас это название, как и этот атрибут, кажутся уже вполне привычными. Так именоваться древнейшей площади города стало в 1918 году. Название сменили в честь молодого тогда праздника – Дня международной солидарности трудящихся. 1 мая как праздник возник из непраздного повода. В американском Чикаго в 1886 году рабочие предприятия вышли на демонстрацию с требованием о 8-часовом рабочем дне. Шествие разогнали, но из солидарности с протестующими 1 мая стал расходиться по другим странам. У нас в цеху 2-й месяц машины не чинены. Все громогласнее требования улучшать условия труда стали звучать и в Российской империи. Необходимость быть замеченными и услышанными родила традицию первомайских транспарантов и песен. С начала 20 века и вплоть до революции главными лозунгами выступлений были «Долой самодержавие» и «Вся власть советам». Особенность первых первомаев шествием препятствовали, а демонстрантов разгоняли. Бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. С победой большевиков 1 мая стало не рабочим днем, а праздник получил официальный статус и название «День интернационала». Первый казанский парад прошел на улице Баумана. Стены Дома печати украшали портреты Ленина и Сталина. Позже демонстрации стали проходить на более вместительной площади Свободы. Здесь специально сооружали трибуны с портретами вождей, цитатами и лозунгами. Самыми популярными стали «Вперед к победе коммунизма» и «Даешь пятилетку в 3 года». На демонстрациях стали не просто маршировать, а демонстрировать свои главные достижения. Транспаранты и в руках, и на транспорте. На грузовиках мастерили декорации, устраивали театральные представления и акробатические трюки. В колонны выстраивались и трудовые коллективы, и школы, и спортивные общества. Популярными стали марши физкультурников. Мне с детства особенно запомнилось, что на первомайские праздники все люди, кроме флагов и лозунгов, носили березовые веточки с такими только-только пробивающимися листочками и украшенные белыми цветами искусственными салфеток из чего-то делали. И это было просто замечательно. Я помню, что все люди так радостно носили это как символ. В 1972 году в СССР праздник получил новое название – День международной солидарности трудящихся-1 мая. На первое место вышел лозунг «Мир, труд, май». 1 мая стал проходить все с большим перформансом, а его главными хитами стали «Широка страна моя родная», а еще «Первомайская Москва». Стала ночь на день похожий, море света над толпой. По улице Бутлерова мы поднимались до здания медицинского института, потом мы шли до Вишневского, потом с Вишневского поворачивали налево, выходили к парку Горького, и там уже мы рядами и колоннами активно продвигались в сторону площади Свободы. И на площади Свободы, там около памятника Ленина, стояли руководители обкома партии, руководители республики. А иногда получалось так, что создавались бреши, то есть кто-то быстрее проходил, кто-то, видимо, отставал. И у нас иногда так бывало, что мы по улице Бутлера буквально бежали, представляете, это было просто жутко неудобно, конечно, там и старики же есть. Понимаете, все равно это было весело, потому что встречаешься с друзьями, видишь веселых, нарядных людей. Это создавало такой замечательный настрой, честно говоря. В 1992 году в России 1 мая переименовали в праздник весны и труда. Вместе с политическим окрасом эта дата стала все больше знаменовать начало дачно-огородного и сезона шашлыков.
С демократизацией и многопартийностью Первомай стал более многогранным, а в Казани менее подвижным. Различные политические силы со своими лозунгами стали расходиться на отдельные митинги. Единороссы вместе с профсоюзами сначала собирались у НКЦ, а потом у Камаловского театра. Обеспечение устойчивого роста реального дохода граждан, роста пенсии, выше уровня инфляции, снижение бедности. У памятника Мулануру Вахитову стали встречаться, но порознь, КПРФ и коммунисты России. В Дербышках ДК Саидгалеева приходили либерал-демократы. Сквер Славы на проспекте Победы под митинги облюбовали справедливоросы. Прежние традиции и демонстрации с транспарантами и транспортом, пожалуй, сохранили только в Набережных Челнах. Шествия собирают десятки тысяч человек. Во главе колонны неизменно гигант КамАЗ. Набережные Челны – город с яркой судьбой. В этом году в связи с самоизоляцией празднование 1 мая получило свои особенности. Лозунгами же 2020 можно смело назвать «Берегите себя и оставайтесь дома». Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. С праздником татарстанцев поздравил Фарид Мухаммедшин. За долгие годы 1 май поистине стал символом весеннего возрождения, знаком глубокого уважения к труду. Татарстанская земля издавна славится работящими, талантливыми и инициативными людьми, отметил председатель Госсовета. И добавил, что, несмотря на все трудности в связи с пандемией, Татарстан с оптимизмом смотрит в будущее. Пустые улицы и безлюдные площади. Так Казань встречает 1 мая. Интернет-газета «Реальное время» подготовила фоторепортаж воспоминания, каким был этот праздник год назад. 1 мая традиционно многие встречают на своих дачах. За последние 3 года путь туда и сами СНТ стали намного комфортнее. Президентская программа поддержки дачников действует в республике с 2017 года. Елена Веселова увидела, как она меняет облик еще советского периода. Это Лаишевский район. Раньше на эти дороги больно было смотреть. Были случаи, что и машины ломались из-за колдобин. При государственной поддержке в 2018 году к СНТ проложили новый асфальт. В обществе «Титан» сегодня 800 участков. Народ здесь дружный, и каждый новый проект обсуждают детально. В прошлом году сделали здесь дорогу, а в этом году будем делать на той стороне тоже центральную аллею. В Альметьевском районе насчитывается более 100 СНТ. Активно пользуются государственной поддержкой. Например, много лет волновал вопрос мусоросжигания. Такая гора лежала, всего не знаю чего, мусора. А сейчас просто люди хорошо складывают. Дорога для дачников самое главное, говорят в Набережных Челнах. В обществе нет такого понятия «самое главное». Сделаешь дороги, нужна будет вода. Сделаешь воду, нужен будет свет. Сделаешь свет, еще нужна охрана. Республиканская программа обустройства садовых обществ действует с 2017 года. Если в первый год в ней приняли участие 9 районов, то в прошлом году уже 22. За 3 года на программу выделили 1 650 000 000 рублей. 900 миллионов на дороги. За 3 года, с 2017 по 2019 годы, были построены подъездные дороги к 144 садоводческим обществам общей протяженностью более 90 километров. 86 скважин ямбаттырдык. Обновили 86 скважин, установили 156 водозаборных емкостей. В этом году выделили еще 100 миллионов. Цель оправдывает средства, говорят в Союзе садоводов. Тому пример год нынешний. В условиях пандемии многие предпочли жить на даче. Чтобы мы делали с двух сторон наше общество. Как государство помогало нам, так и мы в ответ тоже должны составить, еще раз повторяю, план развития своего садоводческого товарищества. И я предлагаю сделать такой сады, чтобы они были у нас вторым настоящим жильем. Государство продолжает оказывать поддержку. В этом году на развитие СНТ потратят 500 миллионов рублей. Елена Веселова, Дмитрий Аринин, Рания Абдрахманова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Путь до заветных 6 соток стал вдвое короче. По решению президента сегодня в Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме. На первом рейсе прокатился Рамиль Шайдуллин.
Речная гавань распахивает двери, но в слегка измененном формате. Вход на пристань в масках, на входе дезинфекция, на кассах одноразовые перчатки. Так, несмотря ни на что, пассажирские суда республики начинают навигацию. Верхний Услон, на дачу поехали. Полгода там не были. С мужем я еду. Ждали открытия? Ждал, как не ждать, конечно, ждать. Внимание, с причала номер 6. Продолжается посадка на теплоход Москва-160. Уже с утра указ десятки пассажиров на 5 ежедневных рейсов по Волге. Расписание никого не удивляет. Цены тоже. Они остались прежними. Такие же 40-50. У меня 50%. А так 81 рубль. На пассажирах средства защиты, они же и у всего экипажа теплохода. Чтобы навигация стартовала в срок, на водах республики пошли на все требуемые меры предосторожности. Так или иначе будем стремиться к тому, чтобы пассажиры размещались на теплоходах не ближе 1 метра друг к другу. Первая точка маршрута – Верхний Услон. Ехать примерно полчаса. Это почти так же, как и на машине, но, как замечают пассажиры, добираться по водной глади, во-первых, дешевле, во-вторых, просторнее. Татарстан – единственный регион страны, который сохранил пригородные перевозки на Волге. И в этом году их хотят не только продолжить, но и развить. Направление маршрутов и количество теплоходов будет увеличиться. Также будут введены скоростные линии. Это на Тетюши, на Болгары. Все это будет происходить уже по мере снятия и благоприятных условий по предотвращению коронавируса. Пока же запущены 5 рейсов. 2 каждый день отходят в 7, 15 и 14 часов из Казани до Ташовки. И 3 в 7, 12 и 16 часов везут до Верхнего Услона. Рамиль Шайдуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. С 6 мая в Татарстане разрешат посещение кладбищ. Соответствующее постановление сегодня подписал Алексей Песошин. Новая цель появится и в системе выдачи пропусков. Напомним, с 14 апреля из-за угрозы коронавируса в республике действует запрет на посещение храмов и кладбищ. Более 6 тысяч семей из набережных Челнов сегодня получили продуктовые наборы. Татарстанское движение «Помощь рядом» оказывает поддержку тем, кто сейчас оказался в непростой ситуации. Всего в Татарстане продуктовые наборы вручат 55 тысячам семей. Напомним, масштабная благотворительная акция «Помощь рядом» стартовала в Татарстане по инициативе президента республики Рустама Минниханова. Для нашей семьи это большая поддержка. Спасибо огромное. К этим 6 с лишним тысячам продовольственных наборов мы тоже по линии муниципалитета выделили более 3 тысяч. Благотворительную помощь собрала и партия «Коммунисты России». Сегодня одни передали продукты многодетным семьям, ветеранам Чеченской войны, Афганистана и людям с инвалидностью. Более 200 пакетов отправляют в Казань, Челны, Чистополь, Зеленодольск, Лениногорск, Пестричинский и Альметьевский районы. Такую помощь социально незащищенным слоям населения «Коммунисты России» оказывают уже не в первый раз. Мы решили 1 мая праздновать также своим трудом, то есть скомплектовать пакеты и пойти по тем семьям многодетным, раздать эти пакеты, так отпраздновать этот праздник. День победы над бюрократией. Сегодня в свою квартиру заехала 93-летняя жительница Казани Бибинур Лутфуллина. Долгие годы вдова ветерана Великой Отечественной войны не могла получить жилье из-за расхождений в написании данных своего мужа. Узнав об этом, Рустам Минниханов поручил в кратчайшие сроки решить бюрократические вопросы. Новая квартира с новой мебелью надо заезжать всегда. В Салават-Купере сегодня очередное новоселье. Вот только соседка не совсем обычная женщина. Она старше любого в доме. Бибинур Лутфуллиной 93 года. Где наша боевая бабушка, говорят? Огонь в воду прошла. Пенсионерка смеется, но это смех сквозь слезы. Больше полувека она безнадежно мечтала о своей собственной квартире. В этом тазу мы моемся по очереди. Сначала я мою маму, потом себя. Мы уже рассказывали, в каких условиях в старом доме без удобств Бибинур Лутфуллина провела половину своей жизни. Здесь она жила еще с мужем. Супруг был фронтовиком. Ему полагалось жилье, но семья квартиру так и не получила. Они купили на свои деньги этот дом вот в 70-м году. Ну и, видимо, отписка из-за того, что это ваша личная собственность, поэтому не давали квартиру.
Не могла жилье получить и сама Бибинур Лутфуллина, как оказалось, по причине того, что в документах бывшего супруга допустили ошибки. Когда об этом узнал Рустам Минниханов, то потребовал: к 75-й годовщине Победы у труженицы тыла должно быть новое жилье. В этом году Госжилфонд Республики подобрал подходящий вариант жилья. На втором этаже, чтобы удобно было ветерану подниматься с видом на площадку, чтобы было тихо и спокойно для комфортного проживания. И вот она, новая однокомнатная квартира, находится в соципотечном доме. Внутри ремонт и все самое необходимое. В подарок от Госжилфонда еще и новый телевизор. Большое спасибо всем. Бибинур Лутфуллина уже заехала в квартиру, но до сих пор не может поверить, что это ее. После полувека мытарств в ветхом доме День Победы она встретит в современном микрорайоне и называет это победой над бюрократией. Рамиль Шайдуллин, Арния Абдурахманов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов присоединился к бессмертному полку в режиме онлайн. В Инстаграм он разместил фотографию дяди. Галимзян Минниханов воевал и погиб под Москвой в 41-м. Акция «Бессмертный полк» стартовала 24 апреля. В соцсетях к ней присоединились уже более 19 тысяч татарстанцев. Стать участником бессмертного полка просто. Достаточно разместить фотографию родственников участников Великой Отечественной войны с хэштегом «Решетка Бессмертный полк Татарстан». Историю, которую можно рассмотреть в деталях. К столетию ТАССР житель Сармановского района Роберт Шаймарданов создал уникальный музей. Здесь более 1000 экспонатов. Филюза Хамидуллина увидела и удивилась. Лошадь здесь, так сказать, здесь веревка. Это один из первых экспонатов в музее. Плуг 1936 года с большой историей. Купила его зажиточная семья, чтобы помочь деревне. Но война 41 года изменила все планы. Лошадь не смогли купить. И плугоставцы, они сами таскали с этим плугом. А вот еще один экспонат. Каска пожарного 1918 года. Голод, революция, война. Вся хроника событий в одном куске стали. Он ржавый весь был. Я его почистил, покрасил. И таких вещей, которые в этом музее получили вторую жизнь, здесь сотни. Больше 100 старинных часов, пионерские горные барабаны, патефоны, первые радиоприемники, керосиновые лампы. Собирал их энтузиаст со всей республики. Друзья, соседи давали и покупали. На мусорке покопался. Многие предметы, рассказывает, нашел на собственном чердаке. Например, вот этот шкаф. В послевоенное время найти мебель было очень сложно, вспоминает коллекционер. Этот сервант сделал слепой парень из соседнего села. Где-то 70 лет ему уже. Я родился, он был уже у нас. Сейчас в музее около 1000 экспонатов, и фонду позавидует любой краеведческий музей. Здесь и пленочные фотоаппараты, и диафильмы, и даже военная рация. К слову, такие устройства раньше были лишь у высокопоставленных военнослужащих. Этот, например, 1950 года производства. Гордится хозяин музея и впечатляющей коллекцией значков. Октябрята, БАМ, Олимпиада 80-го, съезды в ЛКСМ, каких только нет. Ну, это племянник у меня собрал сначала половину. Потом я начал, Крым ездил, там купил, вот так набралось 332, что ли, здесь. Говорит, любил историю с детства, вот и решил после выхода на пенсию осуществить давнюю мечту. А еще пополнил коллекцию легендарной «Волгой ГАЗ-21» 1969 года выпуска. Роберт Шаймарданов всю жизнь проработал водителем. Отсюда и любовь к технике. Ездил на парады, ездил в Сарманово, День Победы, Сабантуй уезжаю, интересуется народ. Вернуться в молодость, почувствовать историю в деталях и просто посмотреть на экспонаты. Приезжают со всей округи. Коллекционер уже мечтает расширить свой музей и создать еще один в сельской школе. Это будет его собственный подарок к столетию ТАССР. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Сармановский район. На разных языках и голосах, но в едином порыве в ПФО продолжается масштабный песенный марафон «Наш День Победы». В 14 регионах споют знаменитую песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». Ее уже исполнили на родных языках Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Башкирии, Самарской и Нижегородской областях и в Татарстане. Завтра к эстафете подключается Пермский край. Их клип мы покажем завтра в 8:55, и сейчас увидим, как его снимали.
День Победы – песня, которая откликается у каждого в сердце. Ее поют миллионы. Песня объединяет поколения одной общей историей. Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии совместно с Пермской хоровой капеллой мальчиков и солистами Пермского театра оперы и балета исполнили ее в рамках масштабной народной акции «Наш День Победы». В каждом коллективе, в каждом оркестре эту песню все знают, все любят, ее все поют. Она звучит каждый год на различных площадках. Знаменитая песня «День Победы» Давида Тухманова и Владимира Харитонова трогает до глубины души, что сложно сдержать эмоции. Прикамцы внесли неоценимый вклад в общую победу. Каждое 4-е артиллерийское орудие фронта было выпущено на пермских заводах. Каждый 3-й боец был одет в кунгурские сапоги. Для фронта работали шахтеры Куба, металлурги Чусового и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья. В Молотовской области был крупный госпиталь. Небольшие города и села принимали эвакуированных из Ленинграда. Мы благодарны всем, кто ковал победу на фронте и в тылу. 500 тысяч наших земляков ушло на фронт. 200 тысяч из них не вернулись. Песенный марафон в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной объединил жителей регионов в единый народный коллектив. Регионы-участники ежедневно передают друг другу эстафету, исполняя День Победы. Песня звучит на языках народов Поволжья. В Республике Мордовия ее исполнили на макшанском и арзянском, в Мариэл на марийском. Впервые песня переведена на башкирский. Пермский край передаст эстафету Саратовской области. Именно там живет, работает народный артист СССР Леонид Сметанников. Первый исполнитель легендарной композиции. И он вновь ее споет спустя 45 лет. Посмотреть ролики можно ежедневно в соцсетях по хэштегам, которые вы видите на экране. Руслан Пепеляев, Константин Старков, Ветта 24. Итак, клип «День Победы» из Пермской области ТНВ покажет завтра в 8:55. Выпуск продолжит информация о погоде, а у нас к этой минуте все. Берегите себя. Уважаемые татарстанцы, от имени КПРФ поздравляю вас с Днем международной солидарности трудящихся. Сегодня мы встречаем этот праздник в непростых условиях. 1 мая несет в себе правоту великой истины. Правда одолеет ложь. Справедливость возьмет верх над угнетением. С 1 маем вас, дорогие друзья и товарищи. Купи квартиру онлайн от Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 47. Алло, Галочка, ты не поверишь. На базе оптовых цен находка дыня 39,99, огурцы 69,99, салат китайский 99,99 за килограмм. Поехали быстрее, пока все не разобрали. Акция действует до 4 мая 2020 года. Подробности у продавцов. Агрофирма Атабальская реализует суточный гусят и утят, яйца гусиные и утиные. Недорого и с доставкой. Телефон в Казани 212 11 53. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Ваш родной или близкий человек ушел в алкоголь? До 10 мая. Кодировка и 3 суток стационара всего 10 тысяч рублей. Наркологическая клиника «Альтернатива». Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Волга-радиосы. Мы первые в Татарстане. Здравствуйте! Солнечный и очень теплый антициклон спешит в наши края. И в субботний день погода будет радовать. Об этом позже.
Вначале информация от спонсора. Квартиры от Акбарсдом. Дом там, где мы. Получи кэшбэк до 5%. Купи квартиру выгодно. Подробности по телефону в Казани 295 4 семерки и на сайте akbars-dom.ru. Купи квартиру онлайн от Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 4 семерки. По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 мая на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево небо прояснится и выглянет солнце. Но местами все-таки пройдет дождь до 11 градусов выше нуля. В Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге будет солнечно и тепло. Осадки не ожидаются. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше будет ясно и сухо. Температура будет повышаться. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси, так же, как и в большинстве районов республики, ожидается ясная и теплая погода. Солнечная погода без осадков и на юго-западе Татарстана. Днем столбики термометров покажут 14 градусов с плюсом. В центральных районах в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше сохранится ясная погода без осадков. Днем до 13 градусов выше нуля. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! При боли в позвоночнике и суставах поспешите в «Доктор Ост». Самые грозные заболевания лечим без операции и протезов. Невероятно щедрые скидки до 75%. «Доктор Ост». В Казани в субботу ожидается ясная погода, без осадков. Ночью всего 1 градус тепла, а днем столбики термометров покажут плюс 12. Ветер северный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 44%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.